В общем, я хотел сделать разнообразие с прической, но получилось, что получилось. Ладно, всем привет, друзья, меня зовут Саша. В общем, я понял то, что мы давным-давно с вами уже не слушали треки Алмаза Шаадаева. Последняя реакция была неделю назад, по-моему. Поэтому, друзья, я нашел для вас еще один очень интересный трек Алмаза Шаадаева «Фаридам». Я никогда не слушал этот трек, поэтому будет интересно. Кстати, многие из вас его просили, я читаю комментарии, поэтому все вижу. Также простите то, что вчера не было видео, я как бы вчера был занят, точнее, ладно, мне было лень снимать. Сегодня я ходил в кинотеатр на фильм «Пикачу», поэтому, кстати, фильм классный, советую вам его посмотреть. Но сейчас я полностью освободился и буду смотреть с вами Алмаза Шаадаева «Фаридам». Мне эта прическа вообще не нравится, господи. Она такая страшная, что вообще. Мне кажется, так лучше. Да, так лучше, определенно. В общем, ладно, смотрим сегодня Алмаза Шаадаева «Фаридам». Кстати, другие мои реакции на кыргызскую музыку и кыргызские видео сможете найти в описании и вон там в подсказке. Там будет целый плейлист под названием «Кыргызские видео, кыргызская музыка, реакции». Посмотрите, если еще не видели. Ладно, в общем, мне уже не терпится посмотреть, поэтому будем начинать. Ах да, кстати, друзья, сегодня привет у нас получает бабушка Люба. Спасибо, то, что ты написала вот этот вот комментарий. Кто не знает, бабушка Люба — это моя бабушка. Ссылка на ее канал всегда есть в описании, вот там в подсказке. И она попала в топ комментариев под моим новым видео 20 интересных фактов про Кыргызстан. Бабушка, спасибо, что ты пишешь классные комментарии под мои видео. Люблю тебя. Ладно, кстати, если вы не видели мое видео про 20 интересных фактов о Кыргызстане, то ссылка будет в описании и в подсказке. Смотрите, да. Ладно, не будем медлить и будем начинать. Кстати, чтобы я вам передал привет, пишите любой комментарий, возможно, именно вы попадете в следующее видео. Да, начнем. Фаридам. Грузовое авто. У нас, кстати, в Украине вот такие вот машины, вот сейчас покажу. Вот эта машина мне очень знакома. У нас в Украине такие часто ездят. По крайней мере, ездили раньше, сейчас вроде уже таких мало стало. Хотя, может, я ошибаюсь. Дайте угадаю, песня про любовь. Да, про любовь. А хотя... А, то есть вот этому мужчине, вот смотрите. Я так понимаю, ему завидно то, что вот у того мужчины есть девушка, а у него нету, да? И вот на этом будет основываться весь клип. Хорошо, давайте смотреть, что будет дальше. Это такой же рабочий, да, получается? Только у него есть девушка. Да. Приятный очень голос у Алмаза Шаадаева, хотя это уже миллионы раз говорю, но, господи, он реально очень приятный. Подождите, а что? Я пропустил фрагмент, что это там было? Что это? Он куда-то уезжает? Его, похоже, в армию забрали, да? Там, получается, вот смотрите, два мужчины вот в... Ну, как это называется? В военной форме. Вот пришли, дали ему повестку, наверное. А, кстати, друзья, я совсем забыл. Поздравляю вас с Днем Победы. Чуть не забыл. Вот, поздравляю вас с Днем Победы. Все. Поздравил. Можно смотреть дальше. Смотрите. Он со всеми попрощался и пошел. Или нет, или вы не забрали в армию.
А вот знаете, что мне интересно? А что такое Фаридам? Как переводится вот это слово Фаридам? Напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что очень интересно узнать. Я вообще не знаю. Наверное, это какая-то... ну, это как бы в припеве используется, я не понимаю этого слова, поэтому переведите, пожалуйста. Буду вам благодарен. Ага. Девушка сидит, грустит, он к ней подошел. Да. А что происходит? Припев приятный очень. Файдам. А, да, вот, его забрали в армию. Вот это вот тот самый мужчина. Это тот самый, который был на тракторе. Ну, или не на тракторе, а на вот этой вот машине, которая грузы перевозят. Вот его забрали в армию. Что там, письмо написали ему? Он едет спасать девушку? Или что? Вот если честно, вот смотрите, вот с этого, начиная вот с этого фрагмента, я не понял, что происходит. Смотрите, как бы вот, его забрали в армию. Потом приезжает какой-то другой человек к этой девушке на тракторе. Сейчас. Да. Приезжает, вот, она не дает ему руку, и потом вот что-то вот странное происходит. Ее тянут в дом. Что это значит, я не понял. Объясните, пожалуйста, смысл клипа. Я не отвлекался от клипа, прям клянусь, но господи, я не понял этого фрагмента. То есть это другой мужчина, а потом вот тому, который в армии, приходит какое-то, наверное, сообщение, ну, то есть письмо, где пишут, типа, надо спасать девушку. Я так понимаю, после этого... Вот. Это же он, да, который в армии или нет? Потому что там у него усы, здесь, точнее, у него усы, а там их нету. Ну, в общем, непонятно. Вот и подошел к концу наш клип, что я могу сказать по поводу него. В общем, на самом деле, мне он понравился, я очень жду вашего объяснения по поводу смысла, который я не понял. А также очень надеюсь, что вы переведете мне слово Фаридам в комментариях. Да и вообще объясните смысл этого клипа в целом. Но я так понял то, что... Мужчина завидовал другому мужчине, потому что у него была девушка, которая его провожала на работу и встречала с работы. Он хотел завести себе дедушку, господи, говорю, простите, девушку, а потом его забирают в армию. По итогу он в армии, потом девушку, которую он влюбился, я так понимаю, приехал к ней какой-то мужчина, еще один, и забрал к себе домой. Или как это произошло, если честно, я не понял. А потом тому, который в армии, пришло письмо. И там было написано, наверное, что-то про девушку, типа, ее похитили, надо спасать, и он поехал. Хотя вот, если честно, я сам сейчас объяснил, и пока я вот объяснял вот этот вот смысл, я сам ничего не понял, если честно. Поэтому объяснять я не умею, я это понимаю. Поэтому надеюсь, что кто-то из вас объяснит мне в комментариях, прям вон там в комментариях, смысл этого клипа. И особенно слово Фаридам переведете. Пожалуйста, буду вам очень сильно благодарен. Полайкаю ваши комментарии, поэтому пишите, не стесняйтесь. Да, ну а с вами был я, Саша, спасибо вам огромное за просмотр, и пока-пока.